Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. И вновь возвращаемся к теме депортации крымско-татарского народа. Как отразилась депортация через призму одной семьи? С какими трудностями выселенные оказались и столкнулись в местах спецпоселения? И более того, с какими трудностями они столкнулись по возвращении в родной дом? Во всем этом мы поговорим с Эсмой Аджиевой, советником министра культуры Украины и руководителем общественной организации «Алем». Эсма, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, начнем, конечно, с самого, может быть, непростого, с одной стороны, а с другой стороны, самого, может быть, важного вопроса. Вот лично вы, когда, как, при каких обстоятельствах узнали, что ваша семья объявлена Советским Союзом вражеской, объявлена преступной, что вы родились там, где вы родились не потому, что так сложилось, а потому, что так решил отец народов Иосиф Сталин. Говорили ли с вами ваши родные, и если да, то как именно они подавали эту историю? Наверное, это флюиды, потому что сегодня, вот пока я ехала на эфир, я думала об этом, потому что родители с нами, об этих грустных событиях практически, когда мы были маленькими, не говорили, бабушки и дедушки. Просто спустя годы я сейчас понимаю, что много вещей, вообще у крымских татар принято такое очень деликатное общение, и очень много вещей нужно было научиться читать между строк. К сожалению, мы научились это делать вот в таком уже возрасте, получив еще очередной опыт. И, один из кейсов интересных, я уже заканчиваю школу, нам провели городской телефон, и папа, говоря по телефону с кафедральными работниками, мы... Это приблизительно какое время, чтобы наши слушатели интересовались? Это 70-е, это 80-е? Это 80-е годы, да, и мы жили в Ташкенте. Папа у меня очень известный врач в Крыму, врач-инфекционист, гепатолог, работал гепатологом, и говоря с кафедралами на русском языке, мы в совершенстве владели узбекским языком, потому что мне суждено было родиться в Ташкенте и вырасти в среде, и я уже считала на тот момент себя достаточно такой уже образованной и знающей русский язык, и папа, говоря по телефону, всегда говорил: так, доброе. Слушая его, я говорила: папа, вы знаете, что в русском языке слово «доброе», что это вообще за слово? Вы безграмотны просто. И делала замечание кафедральному работнику. Да? И он говорил: доброе, Хазам, доброе. И, я только сейчас понимаю, откуда это слово, взялось в его речи. На самом деле, говоря о предыстории, все страдания начались намного раньше. И об этом тоже... Много моментов я узнала вчера вот в разговоре по телефону с папой, 30-е годы. В 30-м году семья и по папиной, и по маминой линии были раскулачены. Называлось это переселением, и прабабушка и прадедушка мои были переселены в Архангельск. На тот момент у них было 2 взрослых детей, которые жили отдельно своими семьями, и поэтому папа со своей семьей в это переселение не попал, и он поехал в Архангельск. По дороге дедушка умирает, и бабушка одна попадает в Архангельск. И он
приезжает в Архангельск, чтобы ходатайствовать для того, чтобы бабушку как-то вызволить, да, из этих ужасных условий. И по возвращении в Крым оказывается, что информация о том, что он был в Архангельске, уже доходит до НКВДшников, и они говорят, ну, мы тебя поближе к маме и отправим, и папину семью. Это дедушка, бабушка и 2 детей. Это 2 дочери. Папа еще был не рожден в тот момент, да. То ли 3 года и 8 месяцев. Вот эту семью в составе 4 человек переселяют тоже в Архангельск. Вот с этого началось еще додепортационный период. И бабушка с дедушкой, они вынуждены были жить. Это был общественный заброшенный туалет, в котором просто, газеты, какие-то заброшенная ветошь, я не знаю, то, что они могли найти, выстелить. Вот им пришлось жить определенное время в Архангельске. В самом городе или где-нибудь в окрестностях? Этих подробностей уже я не знаю. Скорее всего, это где-то в окрестностях, потому что были ужасные условия. И бабушка говорила о том, что из еды была только голова рыбы, да, рыбьи головы, засоленные в бочках. И больше не было ничего. И ты должен был из этого что-то готовить. И абсолютно климатические условия неподходящие и непривычные для нашей семьи. Об инфекционном контроле и речи не могло быть, да, и дети страдали, и умирали. Я же говорю, дедушка мой уехал, не доехав до Архангельска, прадедушка мой, к сожалению, умер. Вот. И когда моя семья, бабушка, дедушка и 2 детей были переселены, каждого своя судьба. И они нашли выходы, просто образно дав за некую мзду, просто сбежать оттуда. Но в Крым они уже вернуться не могли, потому что их участь была бы ясна, и остановились они в Мелитополе. И мой папа уже был рожден в этой семье в Мелитополе. Так что он у нас вот такой мелитопольский украинец. И это был уже конец апреля, начало мая, когда начинается освобождение Крыма от немецких захватчиков. Мой дедушка принимает решение все-таки ехать и посмотреть, что происходит после всех этих процессов в Крым. Буквально возвращаются, и через 2 недели дедушку забирают на Волгострой. Волгострой — это один из ГЭСов крупнейших, который обеспечивал Москву в свое время, да, во время Второй мировой, обеспечивал электричеством. В основном все работы там проводились за счет заключенных ГУЛАГа, да, и огромное количество мужчин было перевезено, вывезено на этот Волгострой. Вот тут я уточню. То есть он съездил в Крым, вернулся в Мелитополь, и его из Мелитополя забрали? Нет. Он приехал в Крым и там попал под раздачу? Да. Какой кошмар. Они приняли решение, понимая, что Крым уже освобождается от немецкой оккупации, они приняли решение возвращаться в Крым, пользуясь этим случаем и этим моментом. Они все это время после 30-го года, то есть 31-го. Я понимаю, что это радиоэфир. Я хочу вам показать 2 фотографии. Посмотрите, это дедушка мой. И эти 2 фотографии, разницы, как вы думаете, в какой промежуток времени? В вашем понимании. Так-то, я думаю, может быть, лет 10. 8 месяцев. Это он на Урале уже, да? Да, поэтому, дорогие слушатели, что я вам могу сказать? Поэтому и проживая, они понимали, все равно была информация. Я понимаю, что не было социальных сетей, интернета, но была информация о том, что Крым освобождается, и они уже просто в этот момент заехали в Крым. Буквально через неделю забирают дедушку на Волгострой, бабушка и уже 3 детей, они попадают именно в тот момент в депортацию. Да, их забирают в Среднюю Азию. И все-таки я хочу вернуться к началу разговора. То есть не было такого дня, в который бы, скажем, ваш отец или ваша бабушка посадила бы вас рядом с собой и сказала: Эсма, сейчас я тебе скажу нечто такое, что ты должна знать, лучше с этим ни с кем не делиться. И вы все узнали. Или такого конкретного дня не было, и это знание приходило к вам постепенно? Да, эти знания приходили к нам постепенно и преимущественно уже в Крыму.
но проживая в Средней Азии, вот в Узбекистане, мы какими-то маленькими кусочками, это были очень маленькие, это такой непереводимый крымско-татарский фольклор. Я иногда не понимала реакции моих бабушек и дедушек на какие-то абсолютно обычные, ну, повседневные вещи. Ну, к примеру, когда я приходила со школы и говорила: ой, мама, ой, бабушка, а вы знаете, там мама купила Оксане, ну, какое-то платьюшко, и бабушка вообще не реагировала на это. Вот она сидела за столом, лепила пельмени или же там чистила картошку и не реагировала. Бабушка, я же с вами разговариваю, почему вы не реагируете на меня? Она говорила: подожди, еще лет 20, и ты увидишь, что это за люди. Я ненавижу советскую власть. Ну, то есть, вот, ну, нам не говорили, почему. Вот только потом, когда мы уже переехали в Крым, и папа говорил: вообще для меня это очень больно, ну, вспоминать эти вещи. И, ну, я тоже не могу без эмоций об этом говорить, к сожалению, ну, потому что эта память, это уже, наверное, все-таки генетическая память. И это и такой элемент генетической детерминанты. И моя бабушка по маминой линии, она говорила фразу: ты знаешь, никогда никого не бойся, живых людей бояться нельзя. Я хочу, чтобы вы были свободные, я хочу, чтобы вы свободно мыслили. Нужно бояться только Аллаха и не делать плохих вещей. Да, и вот я это для себя очень четко. Есть конкретные вещи, вот то, о чем мы говорим, да, передача традиции из поколения в поколение. Я думаю, что вот эти элементы воспитания, они тоже, ну, относятся к передаче традиций. Постоянно, я, например, помню фразу, когда бабушка не говорила, что дети так не делают. Она говорила: крымско-татарские девочки так не сидят, ножки нужно сложить ровненько. Крымско-татарские девочки голову так не держат, нужно повернуть ровно голову. То есть и я постоянно думала: господи, ну сколько уже можно нас воспитывать? То есть да? вы с самого начала знали, что вы крымская татарка? Да. В этом вот действительно на этом был всегда акцент, и мы не растворялись. Мы, находясь в Узбекистане, несмотря на то, что в принципе мы были интегрированы в это сообщество, потому что я владею в совершенстве узбекским языком, причем знаю тонкие обороты, абсолютно. У меня мама моя покойная преподавала русский язык в национальной школе. Ну и, соответственно, она обязана была 2 языка знать достаточно хорошо, и она знала их, и папа хорошо говорил, и мы, соответственно, выросли в среде. И при этом каждый элемент традиций, да, каких-то приемов там в семье, даже элементарно сидя за столом, всегда проводился через призму: крымско-татарские девочки делают так, крымско-татарские женщины думают так. Хорошо, а Да. крымско-татарские девочки говорили на крымско-татарском языке там? Учили ли вас родители? Да, это забавная история, очередной кейс. Я пошла в 1 класс и не знала ни одного слова на русском языке, а говорила только по-узбекски и крымско-татарски. И мама меня привела в школу, и я не понимала, что говорит учительница, и просто повторяла, когда она говорила: дети открыли тетрадь, взяли ручку в руки, я запоминала эти фразы, приходила домой и спрашивала: она тетрадь дегена недро? И мама мне переводила. И вот таким образом, но я за полгода абсолютно в быстром режиме, в быстром темпе выучила русский язык и закончила школу с золотой медалью. Так что это мне никак не было никакого препятствия в этом. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Громенко, и мы с
Эсмой Аджиевой вспоминаем историю депортации крымских татар через призму ее собственной семьи. Когда ваши родители начали рассказывать вам о том, и бабушки, и дедушки, что им удалось пережить? После того, как вы вернулись в Крым, как были построены эти разговоры? Это было что-то вроде вечера семейного предания или каждый там, ну я не знаю, через какие-то определенные промежутки времени сначала рассказывали одну историю, потом другую? Ну, я думаю, что если вот так вот, ну, выкладывать весь этот объем информации, да, и специально для этого образно сделать какой-то вечер, когда, ну, вот поделиться, я думаю, это тоже достаточно серьезная психотравма была бы вот для ребенка, потому что мы на самом деле очень сенситив, мы чувствительные ко всем этим сложностям, которые пережил наш народ, и поэтому к каждому практически жизненной какой-то ситуации прилагался определенный кейс, да. И, например, моя бабушка по материнской линии, мамина мама, покойная Эмине Бита, она говорила: ты знаешь, я хочу, чтобы ты запомнила нас вот такими вот, какие мы сейчас есть, при уме, и я хочу, чтобы ты запомнила, я эту вот фразу помню слово в слово, я хочу, чтобы ты запомнила нас живущими в Алуште. У нас был огромный дом, а дедушка, прадедушка наш, он занимался бизнесом, у него были огромные сады, виноградники и яблони, и груши. И был, насколько я понимаю, свой судоходный транспорт, и он транспортировал за пределы Крыма, ну, вот этот товар. И она говорила: ты знаешь, вот я хочу, чтобы ты запомнила много кейсов о том, как было хорошо. Как было плохо, ты об этом все равно придет время, и ты узнаешь. Но я очень хочу, чтобы ты запоминала, ну, вот, в принципе, то, с чем я сейчас живу, да, и на что направлены мои действия. Дискурс жертвы не работает, да, на самом деле нужно об этом помнить, но нужно делать все возможное, чтобы это не повторялось, да, и она всегда говорила: запомните нас активными, принимающими решения, ну, слова менеджер в то время не было, да, но она всегда говорила: если у тебя есть планы, пожалуйста, четко структурируй, пиши 1, 2, 3 и ставь, ну, приоритетов не было, что важнее ну, вот на самый высокий порядок, и даже в это время она через призму традиций семьи, которая проживала до депортации в Алуште, рассказывала вот больше позитивных историй и говорила о том, что все эти плохие вещи рано или поздно вы узнаете, но только вам нужно вырасти, потому что это больно, это очень больно слышать и понимать, что так поступали с твоими очень близкими людьми. Ну, вот так это было построено. Когда мы уже приехали в Крым, ну, бабушка и дедушка уже были покойны, да, и об этом вот мне рассказывали моя покойная мама и папа. С папой я буквально, папе 85 лет исполнится, и мы буквально говорили с ним вчера вот в телефонном режиме еще раз. Я говорю: расскажи, пожалуйста, мне такие вот тонкие моменты, как это происходило, когда вот вы приехали в Узбекистан, как вы с людьми общались, потому что, ну, язык, да, ну, бабушка моя, получилось так, что из Архангельска бабушке пришлось, ну, дедушка ее вызволял, и она, ну, образно бежала одна, то есть она не могла, ну, не знала, что еще, ну, сошлют еще и семью ее сына. Она по дороге потерялась, потому что кроме крымского татарского языка не владела другими языками. Где-то там бродяжничала, попрошайничала, в общем, потерялась абсолютно, каким-то образом добралась до Москвы, какие-то люди ее переправили, и вот так она вернулась каким-то образом в Крым, оттуда в Мелитополь, потому что уже сын за это, то есть это был очень долгий промежуток. Когда они приехали в Узбекистан, папа говорил о том, что, ну, папе уже было сколько, лет 12 к этому моменту, он помнит достаточно хорошо, к нам вечером подходили и трогали голову. И вечером, когда садилось солнце, и спрашивали: а у вас рога вырастают? Потому что нам сказали, что приедут людоеды, которые съедают маленьких детей. И это была вот такая страшная пропаганда, и у них ночью там, особенно на полнолуние, вырастает хвост, уши, и они там рога, и вот они нас, говорит, трогали. И самым большим удивлением для узбеков было то, что когда они обнаружили, что мы одной веры. Вот. И вот этот был переломный момент. Они говорят: так вы тоже, ну, молитесь Аллаху, и вы знаете дуа. И вот это был такой момент, когда они абсолютно, ну, по-другому стали воспринимать переселенных крымских татар туда, вот в Среднюю Азию. Так как все-таки, на каком языке общались?
Ну вот Через русское посредничество. нет. Дело в том, что узбекские и крымско-татарские, они, в принципе, некоторые слова похожи, и поэтому папа сказал, что первое время немножко было сложно, но они все равно понимали, то есть это был такой, ну, язык жестов, возможно, и слова все-таки, ну, очень много таких похожих слов, и это облегчило коммуникации на самом старте, вот действительно. И общались они на вот таком каком-то узбекско-крымско-татарском таком, ну, смешанном. Вот Чем для занимались начала. в первые, ну, скажем, там, 5-10 лет после депортации, оказавшись уже в Узбекистане? Понятно, что нельзя же было возвращаться к садоводчеству или к чему-нибудь другому. Чем зарабатывали себе на жизнь? Мгм. Ну вот по папиной линии для меня тоже вчера это было абсолютно, ну, когда я уже хронологически, ну, пытаюсь сложить всю эту информацию, ну, в голове весь этот, ну, огромный объем информации, но я папе вчера задавала вопрос, а как получилось так, что бабушку выселили, дедушка был на Волгострое, что потом? После того, как они отработали на Волгострое, их также загрузили и просто вывезли в Среднюю Азию в поезде. И это, я не знаю, это просто какое-то чудо. Они, ну, семья бабушки моей попала под Ташкент. Это был колхоз, который раньше назывался именем Молотова, потом этот колхоз «Коммунизм». Вот, их выселили просто вообще сначала в какой-то степи, но там были вырыты землянки, они были очень влажные, говорит, и просто заложены такой сырой соломой, потому что это май месяц. И вот их пока расположили, вот тот эшелон, который приехал, расположили там, а потом приезжали люди и на бричках просто разбирали эти семьи по разным локациям абсолютно, вот с этого чистого поля, вот из этих землянок. И дедушка едет в этом поезде, не понимает, где он, и просто на одной из станций выглядывает и по-татарски говорит «Боньердербо», ну, уже понимает, что там какой-то похожий язык. Поворачивается мужчина и говорит, Амет Сенсеном шо? Представляете? То есть вот так вот два крымских татарина встретились, и они, причем у него, у крымских татар было принято, ну, называть людей еще, ну, были лагабы, да, ну, клички не совсем это правильно, по-крымско-татарски. Ну, прозвище какие-то. Да, прозвище. Я просто вчера это для себя записала, вот того мужчину, который, ну, узнал дедушку, звали, ну, его прозвище было Хоян Хулах, ну, уши как у зайца, да, Хоян Хулах Сейт Мемет. Он его не узнал просто, он его узнал по диалекту и по голосу просто, потому что внешне дедушку узнать было невозможно, потому что это уже практически, ну, там, ну, коротко остриженный, практически седой, но уже, ну, постаревший за эти вот несколько лет человек. И он говорит, выходи, ну, и вот этот вот человек просто придал ему каких-то внутренних сил и дал толчок. И он буквально, когда поезд двигался, он спрыгнул просто на перрон и таким образом остался там. И он говорит, подожди, у нас тут община, нас же сюда выселили. И вот таким образом буквально за несколько дней приехал какой-то парень-узбек, который был, ну, образно проводником и знал, кого куда развезли. И он привез в семью моего дедушку. И папа говорит, у меня воспоминания, у меня было очень много книг, я постоянно читал, и вот одну из книг я подарила этому парню, там, по-моему, его Абдрахман звали, и вот он говорит, я подарила эту книжку Абдрахману, и Абдрахман счастливый, который никогда там в жизни не держал таких книг, вот уехал с этой книгой, вот, но зато привез нам взамен просто родного папу, то есть, ну, вот такая вот история. Ну и последний вопрос, потому что у нас остается буквально 3 минуты. Как ваша семья приняла решение возвращаться? Потому что так все или вы готовились к этому очень долго? Удивительно. Это тоже удивительная история, потому что на самом деле мы были очень, ну, интегрированы в жизнь. Ну, у нас такая академическая семья, мама преподаватель, мама преподавала в школе, в институте педагогическом, папа преподавал на кафедре, работал врачом-инфекционистом, и то есть, ну, у нас такая семья уже достаточно, я же говорю, известная, интегрированная вообще вот в узбекское сообщество была, да, но начало 90-х годов мой брат говорит, я хочу поехать и посмотреть Крым, что это такое.
Он уехал в Крым, через 2 недели вернулся и сказал: даже не обсуждается, мы едем туда, там наше, вот родное. И наши родители в этот момент даже не сопротивлялись. Вот у меня брат собрал свою семью, собрал семью моего среднего вот брата, и осталась только я, потому что я в этот момент училась в медуниверситете, ну и у нас огромный дом, потому что нужно было что-то с этим домом его продавать для того, чтобы переезжать. И вот буквально на голое место мои 2 брата с семьями переехали в Крым. Мы еще прожили 2,5 года в этом доме, мы выставили его на продажу, он не продавался по той причине, что говорили, ну они все равно уедут, давайте подождем пока за бесценок. Ну то есть практически так это и было, мы этот дом продали за бесценок, но в любом случае мы перебрались уже в Крым и объединились уже с семьей через буквально вот 2,5-3 года, то есть вот так это происходило. Удалось ли вам вернуться поближе к тем местностям, откуда были выселены ваши предки, или все-таки пришлось начинать? Нет, не удалось, потому что моя мама родом из Алушты непосредственно, а папа родом из Дуванкоя, это Верхоречье, ну, между Бахчисараем и Симферополем. Но на тот момент у меня брат устроился работать в ПМК, и вот они строили вот дома, и поселились в 40 километрах от Симферополя, но это уже по московской трассе в сторону Джанкоя. То есть это абсолютно не те локации, откуда были выселены мои близкие. Но тут уже складывалось, как складывалось, но на самом деле я понимаю, что мы не говорили ежедневно дома о том, что вот мы вернемся когда-нибудь. Но эта мысль, она просто по умолчанию. Вот в нашей семье эта мысль была по умолчанию, что мы все равно будем жить на родной земле. Ну что ж, так и получилось. К сожалению, наше время ограничено, мы не можем разобрать эту историю еще глубже, но верю, что когда-нибудь мы обязательно к ней вернемся. А может быть, вы и сами напишите, наконец, книгу какую-нибудь там потолще с изложением истории вашей семьи. Я благодарю Эсму Аджиеву за ее рассказ. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Спасибо, что нас слушали. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Спасибо. В эфире Радио Крым Реалии.